Ожесточенные боевые действия в черте города шли несколько дней. В 13:30 у Дома правительства завязался сильный бой. Через 2 часа здание было освобождено, и над ним водружен государственный флаг Абхазии. Знамя победы водрузил доброволец из Кабарды Аслан Абаев. Хронология событий. Стратегическая операция по освобождению Сухума от грузинских оккупационных войск заняла 11 дней. Подготовка к ней проходила в условиях строгой секретности. Шаг за шагом бойцы абхазской армии продвигались к заветной цели. 16 сентября около часу дня река Гумиста была форсирована абхазскими бойцами в районе Нижнего моста. Одновременно шло расширение плацдарма для наступления на Сухум с севера. Военное командование во главе с главнокомандующим Владиславом Ардиновым под руководством министра обороны Султана Сосналиева и начальника генерального штаба Сергея Дбар поставило армии задачу окружить город. 17 сентября абхазским войскам удалось выйти к стратегическим дорогам, ведущим в центр города, и заблокировать их. Были заняты стратегические высоты над столицей – Шрома, Каман, Сугуровка, Ахалшени. Со стороны республиканского стадиона и центрального рынка в направлении центра города с упорными боями наступали подразделения 1-й бригады. Со стороны здания Генпрокуратуры в направлении Дома правительства наступали кабардинская группа и армянский батальон. С севера в сторону Дома правительства спускались подразделения 2-й бригады. К тому времени в сторону Дома правительства выдвигались и другие подразделения 1-й и 2-й бригад. Кольцо вокруг Сухума сомкнулось. А в это время бойцы Восточного фронта блокировали трассу Очимчира-Сухум, вышли к реке Кадор и начали обстреливать Сухумский аэропорт. Военно-морские силы Абхазии взяли под контроль морскую акваторию Сухума. Тем самым абхазская армия исключила всякую возможность противнику подтянуть резервы. 25 сентября командование вооруженных сил Абхазии обратилось к командованию грузинских войск с требованием покинуть город через оставленный коридор. В освобождении Сухума также принимали участие добровольцы Северного Кавказа, Юга России, представители абхазской диаспоры Турции и Сирии. Происходившее далее военные характеризуют как паническое бегство грузинских войск. 29 сентября на мосту через реку Кудор у границы Гулрипского и Очимчирского районов состоялось историческое соединение Западного и Восточного фронтов. До победы осталось 3 дня. Елена Лолова, Абхазское телевидение.